Считает, что это король среди кисломолочных продуктов. То есть они стимулируют иммунную систему человека. Из кобыльего молока хоть что делаем, все равно получается кумыс. Или хороший кумыс, или плохой кумыс. Даже и в России не имеет утвержденной закваски. Кымыстан орын иһәддеркит боллар бии сахабыт иники поколение битчелдах дурулах булды тедин. Тогда наше табунное коневодство опять находит новые горизонты конкуренции с табунным коневодством других регионов. Кумыс, его химическое свойство, его состав, его полезные свойства изучали многие ученые. Но опять мы подходим, из чего же готовили этот кумыс. Мы знаем, что эти штаммы обладают антибиотическими свойствами, то есть они вызывают гибель патогенных и условно патогенных микроорганизмов. Они действуют губительно на вирусы, то есть они стимулируют иммунную систему человека. Қаңласпын бәйім Парфенов Анатолий емін. Бәйім ғылғыннан еме жекарылдақ беттен жарығырар болан білевен. Папа үшті кәлбетім түрді сұла күтет болан олырығын ақтар болыққыра. Оттақ, әбиястақ болыққыра. Өні бар. То білген өң ғаджар ұлғылар әлбаға ғақтарын нағына. Олыры мехаджалла ол күлдік. Жөй астақ болақтарын әлбау үйді берілдер. Мұнда оғылары мек күйінгілді дұровай улақан сетейен тақықтақтыр. Стенатан булыр-булыргаттан өвелер бит. Хылгы көлені, хылгыны олсен жекылы күрдік итер кемнерттен күміс оңыран иерлерді. Кейінлер тоқа сайын иерлері бит. Онна күхін бейіні өбаттары бит. Кейінлер өғақтар отмас саңатылды өтігер, оны етчілері ұри дұрғайын ордық әлбақтың орын иерлері бит. Онна бір дилан өріғақ жандар, бұлыр ғақылар олықтырын жақтырын ұсылу өтігер қан болан туберкулез өріға бары ұлғыраға жөттіра. Ол оны бұл күміғынан әмтәметтірі. Онна қостар өді бүттен кәнеттен специалны өріғақ туберкулезтақ ұғылырға күйінлері, хайынлары отын хайынға төр бұғылақ. Бейберінлер специалны күмі соңыстан еңден берілері бет. Онан бұлырғы туберкулезтіңі есі өрілерігер күміғі tuttu uttara bulur gattana bit öksüküle olası Kolokovskay даже специальный sayın bir yılan tığa taksan Kımıstan yeri bit. İndiğinden
дурубейтин тупсырымыт ден кепсиллер. Утон аныгуя бу беге кемметигер кымыс оңорун ихиден ен массавай болла. Ол курдук кыһыннары ыһыны мен агуын сылыктан хаалабытын. Onu ütüktеннер ен биддилен ыллар туха келин койуккадыл өктәбе ахырдылы биегеннер кымыс оңостан иенерелдер. Кубу кемге амай тыга хайспыта айгыран унаксы агаян унаксы көрүйтө өрабытын хебестен үтчат олоннук онда кытты бата кыттыра агаян хер олен үксө чаттар чепчекили хылгы көрүйтөгөр бардылар. Билген тыгылыгар бартыгар хылгы тутан эреллер унагоннугар. Негенен бу кемге бу өрүбүттө үксән турur арас пандемия ingen элбәтә бу кемге биги кымыс оңостан кыһыннары бебетин ыпаха ыахпыта ыан кымыс иен дурубутун догорготун якпытын нада. Онна бу кымыстен биги төрөт аспыт биги спортсменнер бут кымыһы постоянно испеттері болу, биддемет олу ұғақтарға ииден улаханыр олу аняват. Беге спортсменнер ордық жоған тұстықтар бұтығар бұлырғы өбөлерін астарын кымыһы, кылгатен, балығы, күске хетер кее тұстығыт сән үддік таңға тақсеті. Урут эти павептин негинне аңын Роман Дмитриевтах кемнергер бу арас искусственный аягата онтон кинилер агыт астыра бу дигнах унаг үйте бие үйте кымыс буппак суарат балык эт болар. Ол ехин эти кемге туакпутун сахалар ие ağalık putun ahı jer bolamut oğulur etigine oğulur düksiti hilatlerden sanıyorum. Amerikamga bu spor şkollarga otan deska sonsoriderga dağını oğulur butçellak turuktaq boğulların tuğular bu behitörü tastır butun kımıhı bu pağı suratı yüdahın balığı hılgatin nağatin küske heter kudu diyetin oruq kanadı. Onun etebin barı haka serin vaqtı aktırının ıravın bu oğlu gösteyenler küttüğügar biyenin ağıt kımıstan orun ihedder küttüğüler bizi sahabıt iniki pokolenya bütçeldak durulak buldu ediyen. Barı küttüğür bağla kaldım baybal, kımısçıt baybal. Все знаем, что кумыс он полезен, кумыс употребляется у тюрков с глубины веков, но однако производство кумыса в нашей республике еще не достиг тех объемов, которые бы хотелось бы. Почему не имеет широкого распространения? Это, во-первых, я считаю, что до сих пор в нашей республике кумыс и вообще даже и в России не имеет утвержденной закваски. В всех кисломолочных продуктах нарине, айран, которые мы знаем, это в Средней Азии, они имеют закваски. В 21 веке биотехнологии
мы должны знать, из каких микроорганизмов мы готовим для себя кисломолочные продукты. То есть нет субсидий на производство кумыса. А производство кумыса – это очень трудоемкий процесс. Это надо иметь подвал, это иметь надо оборудование, это надо иметь изгородь, надо подкармливать жеребок кобыл. Там определенные трудности возникают выращиванием молодняка. Эту проблему, если мы решили бы, поддержали бы кумысопроизводителей, то кумыс бы производился в широком масштабе. Тогда мы будем покупать в магазинах кумыс. Сейчас кумыс продается в магазине. Но я как микробиолог, человек, знающий, что этот кумыс не имеет закваски, к сожалению, этот кумыс я не покупаю. Кумыс я сейчас покупаю только у тех людей, которые используют разработанные нами вот последний год, 20-21 годах, закваску. Это вот примерно Юсхатык. Есть там известный всем Тумысчит Байбал. Ну, о том, что как выделили, каким образом. Вот у нас лежат патенты. Помните, наверное, у нас в те времена были Исех Туймада и фестиваль кумыса. Оценки мы собирали кумыс от кумысопроизводителей, от всех почти улусов, где занимаются кумысопроизводством, и исследовали этот кумыс. И от них мы выделили вот эти микроорганизмы. Ну, 70% табунных лошадей России содержатся именно в Якутии, в нашей республике. То есть мы являемся ведущей республикой вот именно разведения продуктивного коневодства. К сожалению, у нас вот именно мы отстали по молочному коневодству. У нас самое главное, что у нас нет своих заквасок, ну, такого вот промышленного такого значения. Поэтому перед нами стояла задача, и мы вот впервые выделили вот именно штаммы, которые могут уже служить закваской для кумыса. Из якутского кумыса, которые при исследовании именно, которые приготовлены по традиционной технологии. Отобраны были лактобактерии эти и исследованы совместно вот с Институтом эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского, ведущий институт Роспотребнадзора. Вот мы выделили 3 штамма. Первый штамм – это штамм лактобактерий Lactobacillus acidophilus К1901, вот, используемый в качестве прямого внесения для приготовления кисломолочных продуктов определили. На них получили патент. Второе. Штамм бактерий Lactobacillus acidophilus bulgaricus. Это вот болгарская палочка, которая выделена. Также она именно для прямого внесения при производстве кисломолочных продуктов. И второй штамм – это Lactobacillus, тоже Acidophilus 1902, тоже такие же они вот это. И самое главное, что я хотела остановиться на лактобактерии, как-то я говорила, что впервые нам удалось все-таки выделить именно дрожжи, которые дрожжи являются основными возбудителями молочно-кислого спиртового брожения в кумысе. И они считаются даже некоторые, вот, ну, исследователи считают, что они ведущим именно микрофлоре кумыса. И вот мы впервые выделили дрожжи, которые у нас задепонированы во всероссийской коллекции промышленных микроорганизмов. Это уже в этом ГосНИИ генетика, Курчатовский институт, который мы выделили. Вот именно относится он к семейству Сахаромицетес, и вид его клависпора люситения. Мы очень рады, что вот выделению именно этого штамма, потому что его применение в закваске кумыса, да, оно придает ему какую-то вот объемность и вот сладковатый вкус. Он дает такой букет вкусовой, именно какой-то вот это вот кумыса присущий.
вот человечество, особенно вот эти ученые, исследователи ищут что-то альтернативу, что вот лекарственные средства уже типа не помогают, что люди оторвались от традиционного вот именно своего питания, да, и ищут вот такие препараты. И особенно вот биохимики Америки, Японии, да, остановились на кисломолочном продукте, на кумусе. Они очень фундаментальные ведут исследования, да, что кумыс, они считают, что это король среди кисломолочных продуктов, да, вот что его применение надо расширять. И поэтому, конечно, нам надо не отставать, ну, при том, что у нас есть такие определенные успехи, которые мы определили вот состав доминирующий микроорганизмов наших, да, в наших именно якутских кумусах, да, в северных. Поэтому, конечно, это можно быть и брендовым таким показателем, что именно свое лицо, как бы такое, да, оно определяется всегда генетическими же исследованиями, вот, да, и наше вот доказывает, что у нас доминирует в нашем микрофлоре кумыса именно ацидофильные бактерии, у нас идут ацидофильные, и потом идет молочная, болгарская палочка, и также дрожжи тоже свои определенные. Поэтому немножко определился именно генетический такой характер нашего продукта. Для этого нужна технологическая еще подборка их быть должна, да? Должно быть разрешение. И самое главное, должны быть у нас технические условия и техническая инструкция, которые мы готовим и к концу года представим вот Министерству сельского хозяйства, потому что заказчики они. Оно очень похоже по своим свойствам с кровью, кровью кобыл. И почти все, что есть в крови, это есть тоже в молоке. Но там, конечно, нету эритроцитов, потому что нет необходимости транспортировать через молоко, скажем, кислород и уводить углекислый газ. Поэтому молоко кобылы имеет свои особенности. Особенности то, что так как оно очень подвижное животное, должно спасать быстрыми передвижениями, быстрой дислокацией, перемены своих мест. И если погоня, то оно должно развивать определенную скорость и длительное время. Значит, кровь не должна сгущаться, не сворачиваться. Поэтому молоко кобылы, оно не сворачивается, как молоко крупнорогатого скота, овец и других животных, таких как олени и так далее. Если образно просто сказать, из нее мы не можем получить, скажем, кефир, из нее мы не можем получить простоквашу такую вот, мы не можем получить из нее сыры, не можем получить. Это у нас пока мы не можем получить. И в народе тоже издревле мы из кобыльего молока только делаем кумыс. И монголы тоже делают кумыс, и киргизы, и казахи, и башкиры, и татары, и мы тоже делаем кумыс. Ну, это связано с тем, что, наверное, из кобыльего молока хоть что делаем, все равно получается кумыс. Или хороший кумыс, или плохой кумыс. Хороший кумыс получается, когда соблюсти технологию и использовать определенные закваски. И тогда получается хороший кумыс, который употребляется во время празднеств, употребляется для лечения, употребляется как пища, как напиток, который утоляет жажду, тонизирует. Небольших фермерских хозяйств во главе этих лидеров, руководителей этих фермерских хозяйств, ну, частных владельцев, энтузиастов. С их слов это все рентабельно. Но если нет государственной поддержки, если нету здесь банковского такого преференции и так далее, конечно, это будет, мне кажется, рентабельным, наверное, на сегодняшний день будут сомнения. Но в летнее время массово доить
кобыл, это уже мы теряем в росте и развитии приплода, жеребенка. Жеребенок медленно будет расти, надо уже чем-то заменять. Вот уже вопрос возникает. Поэтому мы разработали технологию зимнего доения. Это когда отъем уже происходит, жеребенок уже вырос, его можно сделать отъем в 6-месячном возрасте. Это приходится на середину ноября месяц приходится. И с этих пор мы доим кобылу зимнее доение. Это до 1 марта или до середины февраля, и уже это ноябрь, декабрь, январь, февраль, почти 3,5-4 месяца мы доим. Но тут большие затраты в кормах, в основном это сено и плюс немножко овес. Мы получаем каждый день до 4 литров молока, из которого делаем кумыс. И кумыс получается очень хороший. Даже мне кажется, по качеству он чем-то, мы что-то теряем, но что-то получаем. Потому что в летнее время кобылы пьют, жажду утоляют свою, обеспечивается водой с ручьев или с озера, или с лужи. Получается, что качество воды пожелать, как говорится, лучше. А в зимнее время они потребляют снег в нижних слоях. Снег, он уже кристаллизованный такой, и температурный режим делает его как бы такой водой талой, как ледяной талой водой. Полностью организм, наверное, очищается от многих солей, даже тяжелых металлов. Сравнить с тем молоком летним, оно чище, качественнее, но качественнее уже в том отношении, сказать экологически, можно сказать, экологически. Тогда наше табунное коневодство опять находит новые горизонты в конкуренции с табунным коневодством других регионов. Вот поэтому мы хотели бы рекомендовать зимнее доение, и в этом направлении, конечно, просить парламент и правительство уделить внимание, если это нужно для занятости нашего населения и доходности табунного коневодства, увеличения доходности табунного коневодства и как бы профилактика от различных таких экологического засорения организма. Мы очень много продукции нам завозят извне, продукции, которые не органической продукции, да? Вот как раз дохождение до соблюдения баланса органической и, скажем, неорганической продукции. Здесь, конечно, продукция нашего табунного коневодства имела бы большое значение и была бы востребованной.